Кабардино-черкесский язык. Кабардино-черкесский язык входит в адыгскую подгруппу абхазо-адыгской группы кавказской языковой семьи. Чаще язык называют кабардинским. Вторая часть в указанном термине имеет узкое значение, и ныне термин закреплен за адыгами, проживающими в Карачаево-Черкесии. Речь черкесов обнаруживает чисто словарные различия, которые отличают ее от речи кабардинцев. Все адыги, независимо от места проживания, сохраняют общее самоназвание – адыга. Адыги проживают во многих странах мира, где оказались не по своей воле в ходе и после Кавказской войны XIX века. В одной Турции проживает около 3 миллионов человек. На исторической родине адыги составляют свыше 710 тысяч. Носители языка проживают в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ставрополе, Краснодарском крае. Выделяются баксанский, бесланеевский, кубанский, моздокские диалекты, кубано-зеленчукский, малкинский, малокабардинский говоры, а также говоры кабардино-черкесской диаспоры в Турции, Сирии, Иордании и США. В 30-40-х годах XIX века вопросами создания кабардинской письменности занимался Шора Ногмов. В 1825 году им был составлен алфавит на арабской основе. В 90-х годах XIX века за изучение кабардинского языка взялся Лопатинский. При его участии Тамбиев составил кабардинский алфавит и издал в 1906 году букварь. В 1923 году осуществился переход кабардинской письменности на новый латинский алфавит, а в 1935 году кабардинская письменность с латинской графической основы была переведена на русскую. Алфавит составил Барукаев, и последние изменения были внесены в 1939 году специальной комиссией под научным руководством Яковлева. Кабардино-черкесский алфавит состоит из 59 букв. В наиболее простом звуковом отношении в кабардино-черкесском литературном языке различают 50 фонем, не считая нескольких дифтонгообразных единиц. В нем выделяют 47 согласных, 3 гласных фонемы, но во многих работах выделяют 7 гласных звуков. Причем в кабардинский алфавит входят абруптивные, лабиализованные, латеральные согласные. По признаку лабиализации в кабардино-черкесском языке противопоставляются согласные фонемы, в результате чего это влияет на смысл слов. Кажа – уажа, джа – уа, габжа – уабжа, ашха – уашха, ха – хуа. Одной из морфологических особенностей кабардино-черкесского языка является полисинтетичность. Например, морфема «ш» осложнена 12 аффиксальными элементами, 7 префиксами и 5 суффиксами. Самым длинным словом в кабардино-черкесском языке является слово, состоящее из 36 кабардинских букв, а если считать русскими, то 47. Корневая морфема «джарахон» осложнена 15 аффиксальными элементами. В кабардино-черкесском языке 4 падежа. Второй – эргативный. Он отвечает на вопрос сытым и имеет окончание «м», если он определенный – «бельчитле», и не имеет окончания, если он неопределенный – «мибельчитле». Применение эргативного падежа зависит от того, переходный глагол «тляас» или непереходный «тлямаас». Если глагол переходный «тляас», то подлежащий в эргативном падеже, а дополнение в именительном. Например, «хаджабзам тхиллер кишташ». Если глагол непереходный «тлямаас», то подлежащий в именительном падеже, а дополнение в большинстве случаев отсутствует. Если присутствует, то в эргативном падеже. Например, «фалер тхиллим йоджа». Одной из конструктивных особенностей кабардино-черкесского языка является неопределенность или индиффинитивная конструкция предложения. В роли субъекта и объекта выступают личные местоимения первого и второго лица, вопросительно-относительные местоимения, имена и причастия. Например, «сауа дуаса услагуаш» дословно переводится как «я, ты вчера видел», а литературный перевод «я тебя вчера видел». Или, например, «Нурдин Хасан Анзор Куфейша» дословно перевод «Нурдин Хасан Анзор приводит», а литературный Нурдин Анзора к Хасану приводит. Еще мы хотим назвать тематическое поле терминологии в кабардино-черкесском языке, так как его структура сильно отличается от структуры в русском языке.